Из Бурятии привезли? Мы ковер привезли из Лонды. О, и это тоже? Тоже все из Лонды. Классно. Было непросто. Привет, Улан-Удэ. Да. Что, работаем? Всем на ходу. Здравствуйте, друзья. Мы решили снять еще один выпуск из удивительного города Улан-Батор. И сегодня у нас в гостях человек, без которого сложно представить современные культурные вещи Улан-Батора. Это Агнуш, активист, фотограф и уличный художник. Агнуш, корректно я представил тебя? Да. Нормально все, да? Если посмотреть твою инсту, у тебя там почти 12 тысяч подписчиков. Или YouTube, у тебя там тоже 13 тысяч подписчиков. Это типа по улан-удэнским меркам немало. Чем ты привлекла все эти тысячи людей? Как ты думаешь, почему, за счет чего тебя знают и почему тебя фоловят здесь? Ну, с 17-го года я много чем занималась. В 17-м году я блогершей была, потом фотографом стала, потом еще много путешествовала, влоги делала, потом приехала обратно, активисткой стала. Короче, ты известная тут фигура в Улан-Баторе. Но я не могу сказать, что известная. Хорошо. Только некоторые знают, наверное, да. Окей. Агнуш, ты единственная монголка, которую я знаю, которую зовут Агнуш. Не могла бы ты немного рассказать, что это за имя? Агнуш — это не настоящее мое имя. Вот как? А как ты его себе выбрала и зачем? Ну, я вообще не очень религиозная, но я уважаю все религии. У меня пришла возможность пойти к шаману, и я воспользовалась этим шансом, пошла к шаману, и этот шаман мне дал это имя, потому что я у него ничего не спрашивала про свою жизнь, а наоборот, я интервью взяла у этого духа, когда он жил, в каком году он жил, вот как ему кажется мое вот это все, аутфит и все такое. Окей. И он сказал, что тебя будут звать теперь Агнуш? Да, он мне подарил это имя. Ты знаешь, что оно означает, это имя? Нет. Понятно. А имя, которое тебе дали родители, ты им пользуешься? Нет, сейчас нет. Только по документам. Разонравилось тебе? Разонравилось, что ли? Ну ладно, это типа тайна, да, его люди не знают, ты стараешься его не говорить себе. Да, не обязательно. Хорошо. Можно я расскажу, как я впервые узнал о тебе? Несколько месяцев назад я приехал в Улан-Батор и гулял, по-моему, в переходе, который около русского посольства, и знаешь. И там я увидел граффити, там было написано «Дуавя». И потом за их долгуром есть, знаешь, такое есть место Юби Хошор. Там тоже на стене была большая длинная надпись, и тоже было написано «Дуавя». Мне сказали, что Дуавя — это девушка, которая ездит по Улан-Батору и оставляет надписи, известна как Агнуш. Ты можешь рассказать, что это за надписи, которые ты оставляешь по всему Улан-Батору? Это мое уличное имя. Да. Дуавя по-бурятски — это звук. И эхо. А по-монгольски это что такое? Дуавя — это звук и эхо. Звук и эхо? До звук, а авя — это эхо, что ли? А у нас авя — это звук. Да? Ну да, допустим, тольтюр, авиагарга, допустим, звук, ключ издал звук, например. Вот, а у вас это звук и эхо. Да. Хорошо. Расскажи людям, которые не знают вот эти, что там за надписи, что ты пишешь, о чем твои послания и зачем ты их оставляешь? Это мои искренние чувства, которые я чувствую в любом времени моих эмоций. Так. И я это просто пишу и express it, как выражаю. сказать? Выражаю через слова. И все равно незнакомец же прочтет это и прочувствует эти чувства. Ты можешь маленький пример привести, какой-нибудь надписи, что там может быть написано? Не волнуйся, все будет хорошо, к примеру. По-монгольски. Тебе не кажется, что ты, возможно, немного портишь внешний вид Улан-Батора своими надписями? Ну, уличный арт — это то, что... Ну, я сейчас еще сформулирую. Давай. Мое творчество начиналось с улицы. Я очень многое поняла и начала понимать про человечество от улицы. И уличные фотографии — это где я начала сформироваться как человек. Поэтому я чувствую себя должной улице обратно. Хорошо. И это то, что я делаю для улиц.
А что ты такого поняла? Ты сказала, что ты поняла что-то на улице. Ну, это очень сложно сказать, вот выбрать одно, так как это был процесс очень долгий. Я вот очень много путешествовала по Азии, по Монголии, да, и каждый день на улице я встречалась с разными вот великолепными людьми, с разными жизнями я встречалась, разные странные conversations, разговоры, да. И от этого всего вдохновлялась, конечно. Окей, хорошо. И да, это, мне кажется, жизнь сама, темп, ритм. Я видел, ты оставила в Улан-Удэ тоже надписи. Да. Но на мусорных баках. Почему на мусорных баках, а не на видном месте? А почему бы и нет? Что ты написала, помнишь? Не волнуйся, все будет хорошо. Да. Но если бы ты в Улан-Удэ написала где-нибудь в центре, тебя могли бы наказать за это. Хорошо. А в Улан-Баторе могли бы наказать? Ну, меня наказывали. Я же была наказанной. Да? А как наказывают? Ну, я вот Foreign Affairs Office, как сказать? Офис иностранных дел. Да, вот на стене. На стене, короче, МИДа написала. Да. Там я лого анархиста нарисовала, и меня сразу в полицейскую забрали. Штраф был? Или в тюрьму посадили? Штраф был. Много? Ну, немало. Сколько? 300 тысяч тукров. Это 60 тысяч рублей. Ой, 6 тысяч рублей. Да, 6 тысяч рублей. Не так много. Ну да, ясно. Ну что ж. было забавно. Почему-то я вообще не задумалась об этом. В тот день просто так получилось. Я вот не намеренно это сделала, это просто случайно так получилось. Ясно. Довольна, что оставила? Ну, конечно. Еще осталась эта надпись или замазали ее? Я сама замазывала. Они тебя заставили замазать, да? Понятно. Жалко было замазывать? Нет. Ты, получается, летом была в Улан-Удэ? Да. Сколько ты провела там? На недельку. Неделю? На Алтаргану ехала. Улан-Удэ – это замечательное место? Ну, там есть много друзей моих родителей. Я с детства туда ехала. Ты можешь, вот, допустим, человеку, который никогда не видел Улан-Удэ, никогда не был в Улан-Удэ, расскажи, пожалуйста, что это за город Улан-Удэ для тех, кто не в курсе, что это за город. Пожалуйста. Такой вопрос. Ну да, только не очень долго. А как это объяснить? Ну попробуй, вот расскажи. Could you just describe? It's a very difficult question, to be honest. Why? Well, I mean, what was your first impression? It felt like home because I liked. Я обожаю позы. Бурятские позы. А почему ты говоришь позы, а не бузы? Бузы, так говорят, да? Ну, мне кажется, позы это что-то прямо из советской эпохи. И так в Иркутске говорят, но в Улан-Удэ так никто не говорит. Там же говорят позные. Сейчас, мне кажется, очень сложно встретить название. Значит, сейчас бузные. Да, бузные. Я обожаю бузные. Что, вкуснее бурятские бузы, чем монгольские? Конечно. Вообще. Суп там. Почему? Чем бурятские бузы лучше монгольских? Ну, они вкуснее почему-то, мне кажется. Правда? Очень так сочные такие. Я обожаю. Хорошо. Мы поговорили про Улан-Удэ, но ты выросла в Улан-Баторе. Ты любишь Улан-Батор? Ну, конечно, да. За что, Агнуш? Ну, мое сердце бьется за Монголию. А за Улан-Батор бьется? Да, это же город, в котором я росла, поэтому... Опиши, пожалуйста, Улан-Батор. Вот сейчас нас смотрят много уланденцев, которые никогда не были в Улан-Баторе. Расскажи им, что это за город такой Улан-Батор. Наш Улан-Батор очень хаотичный. Очень много чего происходит тут. И много народу тут из всей Монголии приезжает каждый год и переселяются. И большинство народа живут в Улан-Баторе. И, ну да, много у нас проблем, конечно, как и везде. И мы живем со своими проблемами и бьемся. Сердце бьется за народ. На какой город больше всего Улан-Батор похож? Я даже не знаю. Это больше... какой-то гибрид. Гибрид. Да, гибрид всего. Гибрид всего. Да. Ну, каких городов гибрид?
Ну, если посмотреть центр, то некоторые, вот улан-удэнцы очень много говорят, они все приезжают в Улан-Батор, и они говорят, о, это кажется как в Нью-Йорке. Серьезно? Ну да, некоторые так говорят. Хорошо. Наверное, я только встретилась с теми, которые так подумали, но это не означает, что это прям так. Возможно. Да. В Улан-Баторе интересно живется? Да, много чего происходит. Много возможностей, очень много возможностей тут. Какие возможности? Ну, развиваться, что-то новое сделать, открыть, там, бизнесом заняться, очень много. Ты сказала, что интересно живется, а ты была в городах, в которых еще интереснее, чем в Улан-Баторе? Конечно. Это где, например, интереснее, чем в Улан-Баторе? Ну, я жила в Вьетнаме, там тоже работала как фотограф. Там что, интереснее, чем здесь? Да, там тоже очень много возможностей. Что тебе больше всего нравится в Улан-Баторе? Больше всего нравится? Моя работа. Я обожаю свою работу. Ты сказала, что нравится, а что больше всего не нравится в Улан-Баторе? Ну, иногда кажется, что так как тут очень много всего происходит, да, очень много народу, и движ такой быстрый, мы обычно забываем, что мы люди, и любви чего-то не хватает. Такое. Правда? Да, иногда такое бывает, такое чувство бывает. С виду кажется, что как будто бы в улан-баторцах больше теплоты, чем в улан-удэнцах. Ну да, Согласна? наши такие, да. Это, мне кажется, это уже в крови там. Теплота? Ну, гостеприимство. Хорошо. У нас в прошлый раз был Баттерфлай, и когда он сравнивал Улан-Батор и Улан-Удэ, он сказал, что Улан-Удэ – это серый город, из которого хочется выбраться. А Улан-Батор – это удивительный город, в котором, как на большой мизансцене, постоянно происходит что-то интересное. Согласилась бы с такой оценкой? Да, я с Баттерфлаем соглашаюсь. Хорошо. Можно пару слов про Баттера спрошу? Ты уважаешь его? Да, я с ним знакома. Это серьезная фигура в Улан-Баторе? Ну, он творческий человек. В чем его величие? Ну, он продюсер. И когда я слышу музыки других артистов, других творческих ребят, я сразу узнаю, кто продюсировал, даже не читая, кто это. Хорошо. И Баттера ты тоже узнаешь? Да. Как думаешь, вот у вас же есть тусовка такая творческая в Улан-Баторе? Да. Кто здесь самый такой известный, самый? Ну, самый, сложно сказать, так как у нас туса не такая большая, как в Америке, к примеру, в Нью-Йорке, да, в Москве, к примеру. А у вас такая дружная туса, вы все друг друга знаете? Ну да, мы в общем знаем. Вот для тебя кто тут самые такие путеводные звезды из тусы творческой? Что означает путеводный? Ну, ты знаешь, что такое звезда же, да? Звезда. Поп-звезда. Да, вот давай звезда. Инфлюенсер. Типа того, да. А путеводная – это который еще показывает путь, куда можно идти. Я Кан Джавхлан уважаю. Джавхлана? Кан Джавхлан. Это который старый Джавхлан? Не. Старый певец Джавхлан. А что за Кан Джавхлан? Я не знаю такого. Он очень такой... Как его объяснить? Это хороший вопрос, на который нет ответа. Ну ты же спросил, кого я сказала. Из какой он области? Чем он занимается, Кан Джавхлан? NGO. NGO? Non-Government Organization. Я понял. Это как на русском? Неправительственная организация. Да, неправительственная организация, да. Из творческих людей, типа из музыки, кто тут путеводная звезда? Ну тут есть такая сложность, что политика завязывается во всех сферах. И в музыке тоже? И в музыке тоже. То есть у вас музыканты, они тоже связаны с политикой? Ну, они продаются. Продаются? Да, они продают свои вот эти... Вот Баттер сидел, показал, что он никому не продается. Да нет, не все. А Баттер продается? Нет. Не продается? Хорошо. У него такого нету. Но есть много кто продается? Творческих, которые вот без стыда. А вот, допустим, не знаю, кого я знаю. Знаешь Джин-Джин? Гинджин. Гинджин. Он продается? Он не продавался, наверное. НМН? НМН, наверное, продавался. Возможно, продавался. Да. Кого я еще знаю? Ван Дебо продавался. Ван Дебо продавался. А кому они продавались?
Вандебо. Кому продались? Ман, то Это- есть республиканские. За деньги продаются, да? Да, за деньги. А вот, то есть они получают деньги, да? А взамен они что дают? Взамен они посты пишут. Они хотят, во время выборов они сразу, ой, поддерживаю я эту партию, и они взамен получают бабки. Офигеть. Это вообще нормально тут, Амра? понимаешь? Амра, знаешь Амру? Амра Либерти? Не, Амра, как певица Амра. Ой, я ее не Не знаю. в курсе, да? Кто у вас еще-то есть? Наверное, старые тоже все продаются, да? Которые предыдущие поколения. Да. Типа Только там- сейчас у нас появляется cancel culture. То есть те, которые продаются, Их вы канцелите. да, мы хотим канцелить. Это только сейчас начинается. Как такой можно заканцелить человека? Ну, компании должны с ними не связаться. И еще мы должны тоже иметь в виду, чтобы не слушать их, Хорошо. не давать им голоса. Потому что это же деньги народа, это же деньги, которые были заработаны силой народа. Я понимаю. А эти ребята за пост получают сколько? Это вообще? А почему ты считаешь, что плохо получать за пост? То есть, почему такой вопрос? Это плохо получать за пост, да, деньги? А посмотри, если это будет продолжаться, как этот народ вообще сдвинется? Но все же знают, что он получает, просто это какой-то для него бизнес. Не все понимают это. Не все понимают, да? Нет. То есть некоторые думают, что они от чистого сердца. Ну, некоторые думают, да, это их выбор, это их право, понимаете? Но это вообще не выбор, они вообще не разбираются в политике. Я понял тебя, Агнуш. Ну что ж, спасибо, что открыла мне глаза на группу Вандеба. Но я вообще их ненавижу, блин. Вандеба ненавидишь? Ненавижу я. А ты слышала их музыку? Я никогда не слушаю их музыку. Может быть, тебе надо послушать музыку? Нет. У них же приятные песни есть. Да нет, я не такой человек, если честно. У меня честь самое главное. То есть, если человек делает классные вещи, но при этом продается, то он для тебя не существует? Не существует. Это не монгольский человек, это не монгол. Понятно. Это не искренне, это не честно. Вот это... я и узнал, как отличить монгола от немонгола. Агнуша, можно тебя спросить про твой внешний вид, или нельзя спрашивать про внешний вид? Можно. Вот тебя отличает, что ты сердечко себе на щеке рисуешь? Это я не рисую, это татуировка. Это татуировка у тебя? Да. А зачем ты ее сделала? Ну, я 2 года рисовала сердечко тут, а потом мне надоело стало, пошла и татуху набила. Во имя чего? Ну, любовь – это же начало всего человечества. Не понимаю. То Почему есть начало всего? Ну, то есть... Начало и конец всего, Понятно. мне кажется. Такая серьезная мысль. А почему серьезно? Ну, потому что я не уверен, что любовь – начало всего. А что ты думаешь? Вот, любовь – это только что? А любовь для чего? Для тебя это что? Я думаю, каждая культура ответит на этот вопрос по-разному, что такое любовь. А улан-удэнская культура Максима? Улан-удэнская культура Максима, когда ты делаешь так, чтобы другому человеку было хорошо, это любовь, наверное, по улан-удэнской культуре Максима, только по этой культуре. Вот. Ну, а мне кажется, по монгольской культуре Агнуша, мне кажется, любовь – это все и Но вся. эта кружка же ведь не любовь? Или вот этот ковер – это любовь? Мы можем любить. То, что мы с тобой разговариваем сейчас – это любовь? Это может быть любовью. Почему любовь должна говорить только про романтическую любовь? Сама любовь, любить себя. А ты много людей любишь? Я стараюсь любить даже незнакомцев. Вот ты чувствуешь любовь ко мне сейчас какую-то? Да. Почему? Как ты ее почувствовала в первый раз? Когда мы с тобой впервые увиделись или сейчас это случилось? Как ты меня полюбила? Я каждый день стараюсь чувствовать это чувство любви. Мне кажется, это очень легко прочувствовать это чувство,
мне кажется, это только выбор. Каждую минуту, каждую секунду у меня есть выбор. Любить или не любить? Прочувствовать это чувство любви, но это не означает, что я даю кому-то что-то. Я даю себе любовь. Я дарю это чувство себе каждый день. Ну, а мне ты его даришь сейчас? Я не могу тебе дарить ничего. То есть мы не можем кому-то подарить любовь, да? О, это же не кружка. Любовь это не кружка, да? И нельзя ее подарить. Чувство не сможешь подарить. Я тут начал про твой внешний вид говорить. Я еще видел, что ты куришь сигареты. Ой, я много курю. Зачем? А почему бы и нет? Пачка сигарет. В день? Да. А для чего? Ты себя счастливее чувствуешь, когда куришь? Ну, она мне дает вздох хороший. А воздух не дает такого? Обычный воздух? Ну, я без сигареты себя не чувствую. Да? Да. Это хорошо или плохо? Ну, я не могу сказать сразу, хорошо или плохо. Это для меня нормально. То есть ты счастливее становишься с помощью сигарет? Ну, иногда я грустная курю, иногда я счастливая курю, иногда для своих мыслей курю, иногда для своих проблем я курю. Советуешь курить? Никому я ничего не буду советовать. Хорошо. Я вчера был в гостях у известного бурятского фотографа Нимы Хипхенова и Батху. У них я увидел газету. Она называлась «Хохтолво». Синее пятно, получается, по-русски. Я почитал, насколько я мог понять. Я там некоторые слова понимал, типа «хартамхи», «шаран», «цагда». Вот такие вещи. Я так понял, что это твоя газета. Да, это коллаборация была с Хохтолбо. Это газета, которая начала уже 26 лет тому назад. И нынешний редактор, отец нынешнего редактора начинал эту газету, а сейчас сын редактирует, и мы сколлаборировали на документальной серии. У меня есть этот выпуск, да. Хорошо. На моей документальной серии, которую я делала про ребят, которые сели в тюрьму из-за употребления каннабиса. Шмали, анаши. Ну, по-русски мы называем это шмаль, анаша. Вот, каннабис, марихуана. Как с наркотиками в Монголии дела обстоят? О, это вообще такая тема, знаешь. Очень интересно, расскажи, пожалуйста. Ну, тут не классифицируют. По тяжести? Да, по тяжести. То есть тут каннабис, марихуана то же самое, что героин? Да. По закону? И без разницы, если ты только был употребителем каннабиса и дилер героина получит... Одно наказание? Наверное, да, вот одинаково. Такой большой разницы нет. А монгольская молодежь наркотики сейчас принимает? Конечно. Какие самые популярные здесь? Ну, каннабис? Так как каннабис, из-за него можно сесть, ребята переходят в рекреационные медицины. Я понял. Как сказать? Ну, нормально, таблетки. Понятно. Да. Всякие таблетки там. Типа это микстура от кашля? Да, вот микстура всякое. от кашля, там все такое. А она же убивает. Очень опасная штука. Да. Опасная штука, да. Как, кстати, будет каннабис по-монгольски? Хартамхе вы говорите? Увс. По-бурятски мы хартамхе говорим. Хартамхи? Мы тоже говорим хартамхи. Но хартамхи это вот именно каннабис. Героин это уже не хартамхи. А героин это что? Ну, героин это героин, кокаин, а шмаль это хартамхи. Да ладно. Ну да, по-бурятски так у нас говорят. У нас хартамхи только каннабис. А у нас хартамхи это вся наркотика. Понятно. Ну тамхи это ж табак? Да. Черный табак, то есть. Дословно хартамих, да? Да. Ну а кокаин это белый порошок. Поэтому у нас не называют так. Странно, у нас все называется хартамхи. Понятно. Ну что ж, учту. Вот сейчас, допустим, в Бурятии много среди тех, кто принимает наркотики, респектабельных людей. То есть это люди из искусства, из бизнеса, иногда из политики. А в Монголии кто употребляет? Ну, из разных тоже сфер.
из творчества, в политике тоже есть некоторые, которые употребляют, я слышала. Даже дипломаты были в зарубежье, были, как сказать, cut. Суд, что ли? Нет. Они переходили границу, перевозили наркотику, и они были caught by police. Я понял. Пойманы, caught. Да, пойманы, да, Okay. пойманы они были. Да. И еще не только богатые, те тоже маргиналы. Но я сейчас не курю вообще. Хорошо. Ничего. А ты чего добиваешься вот такими газетами? Ты хочешь, чтобы это не было преступлением, чтобы можно было курить в Монголии каннабис? Нет, это просто истина, которую мы не знаем. То есть народ вообще не говорит, не обсуждает про эту тему. Это табу считается в Монголии говорить про наркотики. Все знают про каннабис, но никто не озвучивает это слово. Я понимаю. У нас в России тоже есть много тем, которые все знают, но никто не озвучивает. Ну да. Вот. Да. В этом мы похожи. Ну да, я в курсе. Только у вас каннабис, а у нас другие темы. Да. Ты хорошо говоришь на русском и на английском. Какие ты еще языки знаешь? Монгольский точно знаю. Тебе какой больше нравится, русский или английский? Русский мне... Ну, они оба очень разные. И когда я говорю на русском, у меня другой характер. И я когда говорю на английском, у меня тоже другой характер. Какой у тебя характер на русском? Ну, такой здравый. А на английском? На английском более такой мягкий. Хорошо. Я вижу очень мало монголов, которые знают русский. Молодых монголов. Это правда. Как ты выучила? Ну, мои родители, они сами в советское время жили. И в то же время, в те времена же в Монголии все учились на русском. То есть это было норм. Я понял. Поэтому мои родители меня отдали в русскую школу. И у меня русский с тех времен и осталось. Человек становится счастливее, когда знает русский язык? О, очень интересный вопрос. У меня никогда не спрашивал такое. Почему счастливее? Не знаю, но вот кто-то вот думает, учить ему русский язык. Люди же стремятся к счастью. Ты думаешь? Ну, мне кажется, да, люди стремятся к тому, чтобы им было хорошо. А ты? Люблю больше, когда мне хорошо, чем когда мне плохо. А я обожаю оба. Тоже хочу получать удовольствие от когда плохо. Но обычно, когда плохо, бывает, что такая приятная депрессия, а бывает неприятная, которую хочется, чтобы закончилась быстрее. Не надо торопиться, просто нужно прочувствовать это все. Я боюсь, что если я не буду торопиться, то я могу очень долго пребывать. И... К примеру, из-за чего? Из-за чего? В самый последний раз в депрессии был. Ну, мне не хочется говорить депрессия, это слишком громкое слово, может быть. Да, конечно, это очень я тяжело. не знаю, есть ли у меня право, чтобы этим словом пользоваться. Ну, скорее всего, это какие-то экзистенциальные вещи, которые связаны, да, с вопросами вообще бытия. Ну, и какие-то внешние факторы тоже они подталкивают тебя к этому. Ситуация с обществом, с близкими, может быть, ну, как у всех там, с деньгами, со здоровьем, какие-то такие вещи. Ну, я не говорю, что это мой случай, но это как бы то, с чем каждый человек сталкивается иногда. Всегда, наверное. Всегда, да. До конца жизни будет сталкиваться. Хорошо. Что мы про русский язык говорили, да? Делает ли он счастливее тебя? Меня? Конечно. Я очень люблю русский народ. Я очень люблю русскую болтовню. Болтовню? Сейчас мы этим и занимаемся, получается. А английскую болтовню так не любишь? Ну, английский тоже. Тоже хорошая болтовня же ведь. Хорошо. Русский больше такой, мощный. Мощная болтовня. Потому что есть такие слова, какие, такие например? богатые слова. Ну, типа? Вот такие сленги разные там. Ну, скажи пример, чтобы я понял, как. Пример Ты же понимаешь. Ну, типа маты, что ли? Да, про все. Ну, какие сленги? Ну, маты тоже интересные. Для меня, кажется, одно слово там склоняется сколько с разными словами можно употреблять. Это очень интересно. Хорошо. Сейчас в Монголии престижно на русском говорить или не очень престижно?
Ну, если подумать по удобству, то английский больше нужен нам. Хорошо. А у вас есть такое, знаешь, позитивный расизм? Что такое? Да. Вот, допустим, в Корее, да, или в Японии, там белым людям все время в рот смотрят немного. То есть, допустим, в Корее есть вот иностранцы высшего класса, да, это американцы, потом жители капиталистических стран Европы, потом есть чуть пониже иностранцы, это из Японии, например, потом еще пониже, это из России, и есть совсем низкие, допустим, это из Пакистана, из Китая, из Бангладеш, вот это самый низший класс. А вот в Монголии у вас есть такие тоже иностранцев, вы делите на высшие, низшие иностранцев? Да. А вот кто самый высший сейчас в Монголии? Европейцы. Европейцы. А самые низшие, это, конечно, китайцы. Это китайцы. Очень жалко. И вьетнамцы. Жалко, да, что китайцы низшие и вьетнамцы. Почему так расизм делаете? А русские, они где в этой таблице? Ну, посерединке. Посерединке русские где-то. А буряты? Ну, наши-то любят Россию. А буряты где? Арсим бурядут. Буряты для меня высшие. Высшие, да? Ну, хорошо, что ж. А что насчет монгольского языка, Агнуша? Вот если я выучу монгольский, что передо мной откроется, что будет мне доступно? Скажи, пожалуйста. Монголия. Ну, типа я смогу хушуры заказать. Да. А кроме этого, что еще? Нет, ты хушуры можешь заказывать, просто можешь один, Вот, все. да, я понял. Вот я хочу понять, что может монгольский дать язык. Ну, монгольский менталитет, наверное. И ничего. Монгольский и больше ничего, да? И народ можно узнать. Вот у нас же очень интересно. Вот countryside, как сказать. Ну вот худо, да? Да, худо. Ага. В худоне там народ настоящий, понимаешь? Там любовь настоящая, там гостеприимство настоящее. Там, где настоящая Я был в Монголия. худо один раз у вас. А да, где? Чойр. Потом мы ехали в Хот на машине. Ну и мы вот всю дорогу проехали, мы в Чойре останавливались, потом там Замынут. И между Замынут и Чойр еще есть город, как же называется? Не, это не Худон. Это не то, да? Это не то. Это намад. Намад people. Кочевники. Да, вот. Это настоящие монголы. Я понял. А в Хото, там, в Сумоне, там, в Аймаке, это уже другой менталитет. У вас же тут тоже живут буряты? Да. В Монголии? Да. Ше бурядарных за алгыжатхша. Да, я понимаю. Наме муно алгыныш. Да, я понимаю. Нигза бурят монголор доғархам него харуция. Би бурядар ше монголор. Зей. Турсын не точно хановы. Улан-Батыр. Улан-Батыр. Хы сыгышне ханахивы. Улан-Батыр. Тэгээд хогшин же, хогшин ава. Улан-Батыр. Улан-Батыр. Оо. Шихах монгол гош. Үзэ. Монголорны хамгийн хайхан газар хаан вэ? Ямар газар вэ? Монгол. Тий, бухан монгол. Сайхан уу? Шиний хаан хадашны. Миний юу? Баян-Өлгий. Энэ хаан вэ? Өлгий. Хонин уу тэнд байхад. Что означает хонигу? Тэнд байхадашны сонин уу? Ну, там традиция другая. Таны монгол орондоо бурядууд олон гоо, аль тийм олон биш. Олон. Олон. Хаан байдаг вэ? Хинти. Тий. Дорнод. Бурядууд монголнууд хоёр ямар ялгаатай юм? Хоёулаараа ялгаатай. Ушаа. Ушаа. Хилээрээ ялгаатай. Тий. Аялга. Хараа ялгаатай. Алг мэдгүй нэг юу вэ? Аялга. Алг орсоор. Диалект. Нютаг кылын. Акцент. Нютаг кылын. Манай бурядара. Нютаг кылын. И знаешь что? Мне кажется, мне показалось, что улан-удэнцы очень любят вот бурят, вот цусте, хусте, цусте, сусте. И я очень была вот горжена. Поражена? Нет, гордость у меня была такая. Я же в Алтаргану ехала, и я видела вот сколько бурятов. Там были очень охшин, любили свою
уст. Бардамхан сэтгүүлтэй. Тий. Зе. Чи Монгол хоолд дуртай биш? Дуртай. Чиний дуртай Монгол хоол ямар хоол вэ? Дуртай Монгол хоол уу? Мах чанждаг. Мах. Ямар мах? Хонины мах. За, болтно. В конце сентября сюда приехало несколько тысяч туристов с Бурятии, среди которых было много бурятских деятелей, режиссеры, там, фотографы, музыканты, кто-то еще. Как этот движ со стороны Агнуш смотрелся? Конечно, вообще интересно, очень интересно. Интересно, да? Очень интересно. Это же новые люди, новые таланты, новая туса, это же все здорово. Там же не только приехали те, кто новый талант, новая туса, вообще куча народу было. Вот как это в глазах обычного уламбаторца, это заметно было, что что-то случилось? Очень заметно. Очень заметно, да? Очень заметно было. Просто в Бурятии это табуированная тема, про которую не говорят, как у вас про Хартамих. И мне интересно, как для обычного уламбаторца это все смотрелось. Расскажи, пожалуйста. Я вот за них ничего не смогу сказать. Скажи про себя тогда. А для меня казалось, что мы должны быть тут готовы принять и помочь всем, чем мы сможем. Вы помогали им? Ну, я не смогу сказать, что я прям помогала, но я старалась помочь. Очень старалась. И со всех сердца. А ты до приезда вот бурятов, ты кого-то знала из Бурятии, каких-то деятелей? Нет. Никого не знала, да? Только тут всех узнала? Только Баттерфлай я знала. Баттерфлай я только знала. А из тех, кого узнала, можешь несколько имен назвать, кто тебе запомнился из тех чуваков, которые сюда приехали? О, много же были. Ну вот прошло несколько месяцев, кто остался в твоей памяти из тех, кто здесь был? Работа Ромы мне очень понравилась. Фотографов Нимам был, Вергансен тоже был. Еще ты у нас тоже есть. Ну, как будто бы немножко. И твоя девушка тоже есть. И наша Саяна есть там. И ее муж тоже есть. Окей. Ну, много, я всех помню. Хорошо. Ты училась в арт-школе Родченко в Москве? Да, в Москве училась. Никогда не слышал про это место? Кто? Я. Ты? Да. Как тебе в Москве жилось? Сколько ты там провела времени? Там я 6 месяцев жила. Как к тебе жители России относились? Ну, то есть, я же там в творческой тусе была, поэтому там было очень комфортно мне. Понятно. Некоторые иногда жалуются, что к ним как-то не очень в Москве относятся. Это твой случай или не твой случай? Не мой. Хорошо к тебе относились. Да. Замечательно. Ты любишь Россию? Да, конечно. За что, Агнуш, ты ее любишь? За народ. Что такого в российском народе? Душевности. А что, халхи не такие душевные разве? Нет, я не могу сравнивать. Просто я говорю про Россию. У тебя есть в инсте серия фоток Silent Voice. Да. Получается, ты еще и в российской политике немного разбираешься. Ну, когда я приехала в Россию, перед тем, как я приехала в Россию... Какой год это был? Ну, 2 года назад. 2020. В 2019 году я уехала, и в 2020 году приехала обратно из-за ковида. Ну, перед тем, как уехать в Россию, я же закончила тут посольскую школу русскую, поэтому у меня все время читали пропаганды. То есть я выросла на пропаганде. То есть позиции официальных российских властей? Я реально думала, Принимала ее, да? Да, я вообще верила в это. И как только я приехала в Москву, я начала понимать, что это все по-другому. А почему ты думаешь, может быть, наоборот, в посольской школе вам всю правду рассказывали? То есть что тебя сомневаться заставило? Ну, что там все хорошо. Но в России же все хорошо? Ну, в Москве особенно? Нет, я не говорю про Россию, про Москву. Я не говорю про бизнесменов, да? Я не говорю про этих людей, а я говорю про народ. Что нехорошо было? Ну, я же вот про эту Silent Voice сделала именно из-за того, что мне показалось... Да, и вкратце, для тех, кто не знает, Silent Voice — это проект про родственников чуваков, которые оказались... Политзаключенные. То есть это серия семьи политзаключенных, и я про них снимала, интервьюировала,
И диссертационную писала про эту серию для Родченко. Понятно. Кого уважаешь в российской политике? Ну, Навального, да, я считаю, он... А за что его уважаешь? Ну, за смелость. Хорошо, за смелость. Кого еще знаешь из политиков российских? Того, которого выстрелили на мосте, кто? Это, видимо, политик Немцов. Немцов, политик да. Немцов. Президента Путина уважаешь? Ой, даже не знаю, такой странненький вопрос. Почему? Ну, для меня кажется очень странным. Ну, скажи, что нравится, а что не нравится в нем? Да мне вообще русская политика вот эта кажется очень похожа на монгольскую. Да ты что, правда? Мне кажется, монгольская политика идет за Россией. То есть она смотрит все эти мыхы. Мх? Мых. Мх. Ты знаешь? Это монгольское слово мх? Может, и бурятское? Нет, что за слово мх? Ну, есть же борцы же делают мхы. Бросок, типа, что ли? Ну, один. Очень сложно. Ну, хорошо, мх, я не знаю слова. Вот если посмотреть на это, тогда мы очень похожи. Никогда не думал об этом. Слушай, а здесь в Монголии в курсе за текущий военный конфликт на Украине? Да. А вот больше людей поддерживает, думаешь, российскую сторону или украинскую сторону? Это очень сложная тема, я не могу сказать сразу. Но я... Короче, разные позиции здесь есть, да, в Монголии? Да, разные, потому что большинство народу, которые с советских времен, они все за Россию, конечно. Сердце бьется. Поэтому они за. А есть те, которые более либеральные, те, которые читают и смотрят СМИ. Хорошо. Какой-нибудь вывод делать, правильно? А тебе больше нравится политическая обстановка в России или в Монголии? Где лучше? Тут, конечно, лучше. Почему здесь лучше? Ну, мне кажется, потому что, во-первых, наша политика парламентская, поэтому тут есть возможность хотя бы сделать движ, что-нибудь поменять, если только мы сообразим, что мы должны вместе на это идти. У вас сейчас протесты идут? Да. Расскажи, в чем суть для тех, кто не знает, почему монголы выходят на площадь и протестуют. Но жизнь ухудшается на глазах. Деньги. А раньше хорошо было, да? Ну, по сравнению с нынешним, хотя бы немножко лучше было. Но знаешь, тут такая проблема. Можно ли говорить про это сразу вот улан-удэнцам или нет? Но я все равно скажу. Скажи, пожалуйста. Да. Ну, знаешь, тут такая штука, что государство же каждый год планирует, сколько они заработают и сколько они потратят. А больше, чем 85% они берут от татвар. Татвар? То есть налогов, от налогов. А остальные они зарабатывают из ископаемых. И значит, народ создает этот заработок почти что. А этот заработок куда идет? Скажи, куда? В карманы политиков. Они носят вот такие часы, очень такие дорогие. Они все миллионеры. У нас тоже так носят? Ну, это, то есть, как сказать? Те, кто хорошо работает, получают хорошую зарплату и покупают часы? А у них-то сколько зарплаты? Маленькая, на самом деле. Ну, на самом-то деле очень маленькие. Тогда здесь попахивает чем-то нечистым. Все нечисто тут. Что ж, понятно. Вообще, политика – это вообще такая тема тут. Я ходил, распечатывал эти вопросы, и я не мог найти центр Хафлыл. И я зашел к нотариусу. Там была женщина, ей лет 50 было. И она узнала, что я из России, и она сказала мне, что в Монголии не хватает Путина. Потому что если бы в Монголии был Путин, он бы всех коррупционеров бы пересажал бы, и никто бы не воровал бы и не покупал бы себе часы. Ну, есть разные мнения на эту тему. Но если мы перейдем сразу в президентскую систему,
тогда в нынешний момент это вообще пойдет. Я все тебя понял. Расскажи немного про Терек, что это такое. Ну, я вот начала вот этот трифт-шоп в Улан-Баторе. Короче, у Агнуш тут большой, ну, то есть, не как большой. Короче, главный секонд-хенд Улан-Батора — это, видимо, секонд-хенд Агнуш Терек. Ну, вот. самый первый, самый как первый. сказать, который начал вот эту волну быть environmentally conscious, то есть любить свою осознанный планету. подход к окружающей среде. Вот. Любить свою планету, чтобы пропагандировать. А ты была в Улан-Удэ, кстати, в Мегахенде? Я видела. Шикарное место. Я видела снаружи. Хорошо. Ну, продолжай, пожалуйста. Да, вот для меня Conscious или что там? Тайрок — это не только second-hand шоп, это более-менее символический проект мой. И чтобы пропагандировать, чтобы молодежь и следующее поколение знали, какое вот боль или дает fast fashion. То есть Mango, Zara, H&M, Calliope, Terranova. Это все бренды. Uniqlo тоже, Gap. Это ты не носишь эти все вещи, да? Я только секонды ношу. Понятно. Uniqlo бы ты никогда бы не одела бы, получается. Но сейчас у меня 100% секонд. Хорошо. Но я же ничем не отличаюсь. Хорошо, ладно. На тебе только Uniqlo. Просто у тебя стиль другой, да. Почему другой? У тебя тоже другой? Ну, у меня обычная юниклошная тема. Обычный пиджак Uniqlo, рубашка Uniqlo и штаны Uniqlo, и все. Мне кажется, у тебя он более индивидуальный, а у меня более масс-маркет. Это fast fashion называется. А в России говорят масс-маркет. А ты же знаешь, какой вот negative impact дает fast fashion? Я думаю, что от секонда тоже есть negative impact. Какой? Ну смотри, у тебя продается платье, допустим, какое-то в твоем магазине. Я его куплю. Ты получишь выручку и купишь себе еще одно новое платье. Соответственно, ты тоже стимулируешь производство платьев. Таким образом. Новое платье. Ну, допустим, я купил себе рубашку у тебя, в Тереге. Таким образом, я стимулирую производство рубашек. Потому что ты... Она уже воспроизведена. Тебе ведь надо бизнес делать. Ты купишь себе новую рубашку. Если я у тебя заберу рубашку, тебе же надо рубашки продавать. Тебе надо купить новую рубашку. Тогда я куплю от секонда. Но когда-то секонд же все равно был... Сейчас он секонд, а когда-то он был first hand когда-то же это было, а потом стало second. То есть любая second hand — это изначально first hand, right? Но она дает тебе возможность не выбирать first hand. Понимаешь? Но second hand не может существовать отдельно от first hand. Они всегда как за руку идут, second hand и first hand. Значит, для тебя без разницы. Я люблю second hand, и я покупаю, у меня больше половины гардероба из секонда. Но я покупаю не потому, что я вот environmentally conscious person, да? А потому что, мне нравится выбор. В Улан-Удэ хороший секонд-хенд. И разумные цены. Разумные цены — это самое главное. Разумные цены, да. Вот. Но мне также нравится Uniqlo. И пока вот в России был Uniqlo, или где-то я был, где было Uniqlo, я легко покупал в Uniqlo одежду. Ну, знаешь, если все будут употреблять секонды, так как ферст-хендов очень много воспроизводится, если мы все откажемся от ферст-хенд, мы просто переворот воспроизведем. А где будут секонд-хенд брать одежду, если не будет first-hand? Ты можешь себе представить, что все магазины только секонд-хенд? Да, потому что у нас уже есть. То есть мы столько бы произвели много человечества? Да, что мы можем это просто переворот сделать. И это возможно. Ну сколько это, на год хватит? На 2 года? Ну, потом мы должны обратно это давать секонд-хендам. Хорошо, я понял тебя. Всегда заканчивается «я понял тебя». А тебя напрягает это или нормально? Ну, это сразу точку делает. Да. Без запятой. У меня есть такая возможность, я ей пользуюсь. У тебя есть право. Получается так, которое я сам себе дал. Так. Слушай, а можно, Агнуш, этим обеспечивать себя секонд-хендом? Ты же живешь на деньги, которые в секонд-хенде делаешь. Ты зарабатываешь там достаточно денег, чтобы
себя содержать. Да. Но главное это не то, чтобы зарабатывать. Вот Тайрог уже идет 2 года. За эти 2 года мы collected enough money to invest in another project. Like what? Which is called шкаф. То есть шкаф это проект Тайрога, финансированный от Тайрога, чтобы он воспроизвел вот именно то, что мы обсуждали. Покупать от одного монгола ненужные секонды и второму монголу отдавать. А знаешь почему? Она воспроизведет экосистему секонд-хенда в Монголии. Я понял. Потому что все секонды в Монголии импортные. А у нас-то много употребления, много. А почему нельзя это в переворот перевести? Можно. И ты можешь его сделать, Агнуш? Я и делаю. Стараюсь, но это очень сложно, понимаешь? У нас у народа менталитета нету. У нас тоже менталитет не очень секондовский. Чтобы вот осознавать, что если я это употребляю, если я это закончу употреблять, нужно это взять и давать как... Ну, одежда, видишь, она же выполняет не только функцию, чтобы от холода защищать, но и функцию, чтобы позиционировать себя в обществе, показать, что я богатый, показать, что я модный, успешный. Я тоже с помощью одежды же этот месседж доношу. А с помощью одежды second-hand, я прихожу в общество, где меня никто не знает, да? И одежда – это самый простой путь показать, что у меня жизнь замечательная. А с помощью одежды секонд-хенда я не могу дать остальным людям, чтобы они поняли, что я очень успешный, хороший. А если ты сразу так считаешь, что это... Не знаю, я даже с этим не соглашаюсь. Очень много людей так считают. Но это можно поменять менталитет. К примеру, когда Тайрог появлялась в Улан-Баторе, у нас такая большая стигма была. Что у вас Одежда носит энергию. Поэтому никто не любит носить чью-то одежду, никто не любит отдавать свои одежды. А сейчас за эти 2 года это вообще популярная тема. Ну, я понимаю, но все равно твоя одежда, она же как бы репрезентует тебя. Ну, я секондом одеваюсь, я выгляжу как бомж, да? Ты выглядишь как необычная странная девушка. Ну, и это значит, делает свое. Да? Но, значит, главную задачу выполняет. Но ты же не можешь, допустим, если ты работаешь чиновником или в банке, пойти в секонд и одеться в секонде. Там же много пиджаков есть, там точно такие же. Есть такие же, да, у вас? Ну, конечно, все. Сколько стоит пиджак такой у вас? Ну, 20 тысяч тугров. Это 400 рублей. Понятно. Ну что ж, звучит соблазнительно, интригующе. В Улан-Баторе сколько надо денег, чтобы себя хорошо чувствовать, на твой взгляд, зарабатывать? Ой, сейчас становится еще сложнее. Вот, допустим, человеку, которому 30 лет, вот сколько надо в Улан-Баторе зарабатывать, чтобы чтобы комфортно себя чувствовать в Улан-Баторе? Я живу в месяц за 1 500 000 тугров. Это 30 тысяч рублей. Это вообще тебе на все хватает, да? Ну, я стараюсь изо всех своих сил. А если не стараться, то сколько тогда будешь тратить? Больше будет нужно. 2 миллиона? I cut my spendings very well to survive. I got that. Ты даже «я понял» говоришь на английском. Да. Интересный у вас человек в Улан-Удэ. У вас в Улан-Баторе нет такого человека, как я? Мне кажется, тоже должен быть. Да, у нас много кого есть. Ну, вот видишь. Все самозванцы много. Самозванцы, что ли? Я не говорю про тебя. Я говорю... Про улан-баторских? Да, про улан-баторских. А почему они самозванцы? Да, они считают себя какими-то инфлюенсерами, там, какой-то... Я не знаю, для... Ну, хорошо. Важные, в общем, сильно, да, все такие? Да, они все такие важные. Я вообще не чувствую себя важной. Понятно. Я тоже себя не чувствую важным. Я поняла. Еще буквально пару вопросов, Агнуш. Хорошо. По-быстрому. Россия или Китай? Россия. Россия. Если бы тебя сейчас выгнали из Монголии, куда бы ты поехала жить? Вьетнам. В Вьетнам. Город, который тебе нравится больше, чем Улан-Батор? Хошимин. Самый выдающийся монгол,
Не считая Чингисхана. Выдающийся. Выдающийся монгол. Чойном. Кто? Чойном. Кто это? Скажи, пожалуйста. Он... Писатель? Да. Хорошо. Самое клевое место во всей Монголии. Мой дом? Самое стрёмное место во всей Монголии. Стрёмное. Самое плохое место. Плохое? Самое плохое место в Монголии. Государственное парламентское Хорошо. здание. Заскин Газар, да? Да, Так Заскин это Газар. называется, кажется, у вас. Русская еда или монгольская еда? О, это очень сложно. Я обожаю русскую еду. Я люблю шаурму. Шаурму. Я Но обожаю шаурму в сырном лаваше. Технически это не русская еда. Я знаю, но в Интересно, что в Улан-Баторе нету шаурмы. Но вы начните этот движ. Лучше ты, Агнуш. А слушай, ты сказала, что тебе нравится из русской еды шаурма, а из монгольской еды? Ты вот говорила до этого про мах. Что, мах, да, реально? Ну, это дает такое вот... У меня в детстве мой папа очень любил махат шанха из мукой. Это не мука, это как сказать? Панировка, что ли, какая-то? Такая тесто. длинная. Тесто, да. Большое. И еще вот эти овощи скипенные. Какое слово? Скипяченные. Отварные. 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 Ну, скипяченые тоже понятно, хорошо. Простите меня. Буцлсынного, да? Как это по-монгольски? Буцлсынного? Как? Чансон. Чана, тоже чансын. Буцлсын тоже странно, да, звучит? Ой, простите меня. Вот Ничего. Монгольские мужчины или русские мужчины? Монгольский. А почему монгольские мужчины? Потому что я люблю монгольские мужчины. Хорошо. Русская поп-музыка или монгольская поп-музыка? Ой, я не люблю поп-музыку. А русская рок-музыка или монгольская рок-музыка? Ну, я думаю, постпанк русский может быть. Типа кино, что ли? Да, типа. Тебе нравится кино? Да. Ну, не как сказать, это классика, мне кажется. Окей. Буряты и монголы – это один народ? Да. Если оставить один язык, который ты будешь знать, какой оставишь себе? Монгольский. Монгольский. Хорошо. Ныне живущий монгол, которым ты восхищаешься? Не знаю. Ныне живущий русский, которым ты восхищаешься? Навальный. Ныне живущий бурят, которым ты восхищаешься? Ой, я не знаю. Ты счастлива, Агнуш? А нет, я знаю. Кто? Максим. Какая грубая лесть. Какая толстая лесть. Ты счастлива, Агнуш? Да. Что тебя делает счастливой? Жизнь. Хорошо. Мы закончили. Окей. Сенда. Я поняла. Бальте. Бальте. Я просто чувствую немножко жалко, что я не смогла сказать: о, Монголия такая хороша, так хороша, и вот я обожаю Монголию, такого не было. Ты хотела бы это сказать? Ну, мне кажется, вот этот вопрос пришел вдруг. Скажи, что ты не успела сказать, ты можешь сказать сейчас. Ну, я люблю Монголию, я люблю монгольский народ, и у меня сердце бьется за будущее Монголии.